Инту с рабочим визитом посетил министр транспорта Республики Коми Николай Соколов. Вместе с ним в Приполярье приехали руководители Коми-дорожной компании и службы единого заказчика Республики Коми. На повестке дня стоял один вопрос – ремонт дорог. С утра чиновники из Сыктывкара проехали по улицам города, доехали до станции, посмотрели фронт предполагаемых работ. Проехали, посмотрели, это ваши 16 километров, плюс две ваши основные улицы, которые здесь, названием Миротворцем. Да, и между ними, естественно, те, которые соединяют. Вот, посмотреть общий объем, делить те улицы, которые у нас сегодня с вами имеются не в асфальтобетонном покрытии, то есть если мы хотим, та, которая в щели находится, перейти в асфальтобетон, то это, наверное, через проектную документацию только делается. Вот, поэтому посмотрим, как вам помочь, наверное, по деньгам. Это самый главный вопрос, который у нас будет. Мэр Инты Григорий Николаев сразу обозначил вариант не только ремонта дорог, но и благоустройства территорий социальных учреждений. Правда, здесь нужно проводить работу с профильными министерствами. Это я озвучил, потому что мы рассматриваем несколько вариантов развития событий по ремонту дорог и улиц нашего города. Проблема это и глава приезжал Ростислав Эрнстович Кальштейн. Он в курсе, он давал поручение министерству напрямую заняться этим вопросом в ближайшее время, в ближайший год, в прошлом году еще. То есть это была как моя инициатива, так как у нас несколько вариантов развития событий по ремонту дорог. Это либо заезжает сюда Коми-дорожная компания, она до 3 лет, грубо говоря, за 3 года нам ремонтирует все дороги, закатывает и уезжает. У нас вопрос встает в дальнейшем содержании, но это уже наш совместный вопрос с республикой, так скажем. Либо мы привлекаем местного подрядчика и помогаем ему техникой и заводом. Рассматривать будем оба варианта. Но в то же время, если у нас такие объемные работы планируются в ближайшую 3-летку, то хотелось бы, чтобы и все соответствующие министерства подключились к этому вопросу социальной сферы, я имею в виду это здравоохранение, культура, образование. Образование это наше целиком, чтобы мы тоже вместе попытались в рамках этого объема работы благоустроить территорию соцобъектов, чтобы это все было вместе, комплексно, и тогда бы мы увидели бы результат. Хотя и дороги тоже неплохой результат на самом деле, если мы сделаем за несколько лет все дороги. До конца февраля администрация Инты должна предоставить информацию по протяженности дорог, которые нуждаются в ремонте, данные, когда были проведены последние работы на них, а также проектную документацию на гравийные участки, где планируется уложить асфальтобетонную смесь. Долгое время, скорее всего, не выполнялись должным образом работы по ремонту, по капремонту и, естественно, по содержанию дорог тоже есть куча вопросов. Со стороны мы посмотрели с руководством муниципального образования, обсудили все эти вопросы, наметили план, поэтому сейчас к нему приступим. Также со мной приехал руководитель Коми-дорожной компании, службы единого заказчика нашего, которая есть Такикова Прудор. То есть, мы совместно это все посмотрели, проанализировали. И сейчас постараемся, скажем так, эту ситуацию поправить. Кроме подготовки документации, до конца февраля нужно определиться с промышленной площадкой, где будет установлен завод. Она должна быть функциональной. Желательно иметь подъездные ЖД-пути и помещения для проведения ремонтных работ техники. Они нужны будут в том случае, если в город заедет Коми-дорожная компания. Вариант прорабатываем на базе Коми-дорожной компании, то есть приобрести завод, привезти сюда, сформировать комплекс мероприятий, их выполнить и, естественно, уже дальше переедут в следующий муниципалитет. Либо на базе вашего муниципального образования уже создать отдельное ваше предприятие, какой-то МУП, либо частный ваш какой-то будет подрядчик, который выполняет эти работы. Естественно, мы постараемся со своей стороны поддержать асфальтобетонным заводом. Говоря простым языком, в любом случае республикой будет приобретен асфальтобетонный завод и доставлен в Инту. Но работать на нем будут либо специалисты из Сыктывкара, либо местные мастера. Сегодня этот момент еще в стадии проработки, как и вопрос по финансированию работ. Здесь без помощи региона Инте не обойтись. Сумму мы сейчас не скажем. Почему? Потому что это уже будет обследование ближе, наверное, к тому, когда уже сойдет снег. Это первое. Второе, мы сейчас осмотрели те участки, которые есть. Это ваша основная дорога, которая 16 километров. Потом есть ваши основные 2 улицы, тоже, которые проблемны. То есть мы сейчас поднимем те виды работ, которые выполнялись за тот период. Есть какие-то на гарантии, не на гарантии. Но после этого сделаем оценку и уже посмотрим, как говорится, масштаб бедствия в финансах. Работу начнем уже в этом году?
Думаю, скорее всего, да. Как отметил Николай Соколов, республика отвечает за свои слова. Если сказала, что в этом году начнет помогать Инте, то значит подвижки в сторону решения проблемы будут. Однако приведение дорожного покрытия в нормативное состояние – задача не одного года. В целом речь идет о программе развития на 3 года вперед. Ведь выполнить весь объем за короткое северное лето не удастся. В Инте с перевыполнением плана завершилась кампания по забою оленей. Общий вес оленины составил 226 тонн, это порядка 7 тысяч туш. Напомню, в настоящее время оленеводчеством в Коми занимаются 5 сельскохозяйственных организаций. ПСК «Оленевод» в Воркуте, общество с ограниченной ответственностью «Северный» в Устинском районе, агрокомплекс «Инта Приполярная», «Абись» и «Петруньская» в Инте. По последней статистике, в хозяйствах Инты численность оленей насчитывает около 21 тысячи голов, не считая личных. В Интинском районе содержится 3-я часть поголовья общей численности республиканского стада, выпасом которых занимаются более 60 оленеводов. В этом году агропредприятие Интинское планировало заготовить 200 тонн мяса или 6 тысяч голов. План удалось значительно перевыполнить. Несмотря на это, специалисты Интинского сразу предупредили, продавать в непереработанном виде оленину не будут. Предприятие планирует запустить новую консервную линию, поэтому все заготовленное мясо пойдет в переработку. В этом году запрет у нас на продажу в тушах мяса. Мы планируем сами все это переработать. Тем более у нас установили конвейер по изготовлению тушенки. Будем стараться что-то делать. Плюс у нас еще руководители ищут покупателей потенциальных на всю нашу продукцию, чтобы увеличить объемы продаж. И я надеюсь, что мы в этом году увеличим продажи и будут у нас еще лучше. Интинская продукция востребована у населения. Это объяснимо. Она всегда свежая, сделана качественно, без добавления заменителей. Из натуральных продуктов в некоторых рецептурах есть даже натуральный коньяк. Продажа идет в том числе за пределами региона. У нас в основном идет работа с Республикой Коми. Некоторые есть предприятия за пределами, то есть и Москва берет у нас, и Санкт-Петербург, в небольшом количестве продукцию. Плюс у нас есть ресторан у агрохолдинга, то есть мы туда поставляем хорошие виды мяса, такие как корейку для ресторанов. Но у нас питаются наши детские сады обязательно, то есть у нас приобретается мясо для изготовления рецептур ГУНО. И в основном стараемся наших местных потребителей обеспечить нашей продукцией. Забой оленей в агрокомплексе Инта Приполярная стартовал 12 декабря и проходил с перерывом на новогодние праздники. Работы велись в сложных условиях Крайнего Севера с доставкой оленей из отдаленных тундровых районов. Всего заготовили 6938 туш, 1075 из которых поступили от оленеводов-частников. Общий вес заготовленной оленины – 226 тонн, тогда как планировалось обеспечить показатель в 200 тонн. Всего на забойный пункт в Инте своих оленей привели 4 бригады агрокомплекса, 2 бригады села Петрунь и 3 поселка Абись. Уточним, компания по заготовке мяса соответствует задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Исполнение нацпроектов в Республике Коми контролирует глава региона Ростислав Гатштейн. Российская Федерация, как социальное государство, ставит своей целью создание условий для достойной жизни граждан. В рамках этой политики повышение прожиточного минимума на северных территориях Республики Коми является важным шагом, направленным на улучшение материального положения жителей с учетом региональных особенностей. С 1 января 2026 года прожиточный минимум для Инты составляет 25 330 рублей. Для трудоспособных граждан 27 610 рублей, для пенсионеров 21 784 рубля, для детей 24 651 рубль. Прожиточный минимум служит основой для расчета пособий, компенсаций и иных социальных выплат. Его величина определяет круг лиц, имеющих право на социальную поддержку, и служит основой для расчета соответствующих выплат. В наступившем году законодательные изменения коснулись размеров мер социальной поддержки, выплаты пособий, что привело к их пересмотру и увеличению.
С 1 февраля 2026 года стоимость социального проездного билета для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки на территории Республики Коми, установлена в размере 500 рублей. В 2026 году произведена индексация некоторых пособий. Размер федеральной ежегодной денежной выплаты гражданам по категории «Почетный донор России» с 1 января 2026 года составляет 19 497 рублей 68 копеек. Размер социального пособия на погребение с 1 февраля 2026 года составляет 14 517 рублей 95 копеек. Продлен срок действия ряда ранее установленных мер социальной поддержки. Это означает, что многие льготы останутся актуальными и доступными для граждан. Продлено предоставление следующих мер социальной поддержки до конца 2026 года, принятые ранее в соответствии с постановлением правительства Республики Коми от 3 ноября 2022 года номер 549 о дополнительной социальной поддержке некоторых категорий граждан в части предоставления членам семей военнослужащих мер социальной поддержки в виде обеспечения обучающихся 5 по 11 классов бесплатным питанием в образовательных организациях, компенсации родительской платы, взимаемой с родителей законных представителей за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Республики Коми. Компенсации за обучение несовершеннолетних детей, детей в возрасте до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг в организациях, расположенных на территории Республики Коми. Постановлением правительства Республики Коми от 30 июня 2023 года номер 300 о мерах социальной поддержки по обеспечению отдельных категорий граждан твердым топливом в части предоставления гражданам, принимающим участие в специальной военной операции, а также членам их семей, проживающих в жилых помещениях с печным оборудованием или другими установками на твердом топливе для отопления жилого помещения, меры социальной поддержки в виде ежегодной денежной выплаты на приобретение твердого топлива в размере 4332 рубля. Также продлен период предоставления меры социальной поддержки в виде ежемесячной компенсационной выплаты одиноким, неработающим, трудноспособным родителям, опекунам, осуществляющих уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет по 31 декабря 2028 года. Обращаем внимание всех получателей региональной социальной доплаты к пенсии с 1 января 2026 года полномочия по выплате доплаты к пенсии переданы в Социальный фонд России. Индексация и пролонгация мер социальной поддержки, пособий, выплат и компенсаций направлены на сохранение уровня жизни граждан в условиях инфляции и роста цен. Эти меры обеспечивают надежную социальную защиту наиболее уязвимых групп населения, поддерживают семьи военнослужащих, способствуют укреплению социальной стабильности и справедливости. По вопросам назначения выплат можно обратиться в Центр социальной защиты населения города Инты по адресу улица Куратова, 66. Обратите внимание, прием по всем государственным услугам во вторник, среду и пятницу осуществляется по предварительной записи. Записаться можно по телефонам 3 14 11, 3 23 71, 3 09 40. В рамках муниципального этапа профессионального конкурса педагогического мастерства «Педагог года-2026» в течение 2 недель проходили открытые занятия. Напомним, в борьбу за звание лучшего педагога муниципального округа вступили 8 претендентов, 5 учителей и 3 воспитателей. Интинские преподаватели соревнуются в 2 номинациях – «Учитель года» и «Воспитатель года». Вот уже 26-й раз в нашем городе начинает свою творческую, плодотворную работу конкурс педагогического мастерства. В свое время их было несколько.
С прошлого года мы решили этот конкурс объединить в разных номинациях. Конкурс проходит тоже в несколько этапов. Очень популярным является, мы так считаем, первый этап начала конкурса, который называется «Медиавизиткой». В небольших трехминутных роликах каждый конкурсант рассказывает о себе, о своем пути в образование, о своих принципах, о своих методах работы, о своем взаимодействии с коллективом детским и с родителями. Эти ролики расположены на нашей страничке ВКонтакте, они доступны для просмотра, и мне очень приятно, что каждый ролик имеет более сотни лайков. Это значит, конкурс все-таки интересен. Не только лайки, но и пожелания удачи, слова поддержки от педагогов и от родителей тоже очень важны. Второй этап нашего конкурса – это открытый урок или открытое занятие. Первыми провести открытые уроки честь выпала учителям. В последние дни января на базе гимназии номер 2 проходили открытые уроки в номинации «Учитель года». Открытые уроки – второй этап состязаний, где каждая участница должна была представить на суд жюри, членов оргкомитета и коллег свою педагогическую программу. Молодой педагог 8-й школы Наталья Дмитриевна Левская провела для третьеклассников урок по окружающему миру. Показывай, что за орган, показывай классу и говори, это у нас? Это у нас легкие. Вот так. Это у нас легкие, да? Покажи, где они располагаются у нас в человеке. Переверни. Угу. Вот так. Согласны, что легкие располагаются у человека здесь? Да. Хорошо. Присаживайся, молодец. Еще кто хочет выйти? Вера, выходи, пожалуйста. Показывай. Это сердце. И находится сердце у нас? Совершенно верно. Хорошо. А что мы знаем про сердце? Кто может рассказать, что знает про сердце? Что знаем про сердце? Сердце – это как насос, который выталкивает кровь за кислородом и обратно его... То есть как насос, который качает нашу кровь в организме. Да? Совершенно верно. Ты большой молодец. Преподаватель провел интерактивный урок по окружающему миру на тему «Органы человека», где учащиеся изучили внутренние органы. Занятие включало показ частей тела и объяснение функций внутренних органов – сердце, легкие, желудок и прочие. Дети узнали о системах органов, обеспечивающих жизнедеятельность людей. Урок, я думаю, что удался. Были, конечно, у нас нюансы, сейчас обсудили, когда по окончанию урока, которые мне впоследствии я потом все-таки с опытом, я, наверное, их перекрою, уже найду какие-то пути решения данной ситуации. Но урок в основном прошел хорошо. Дети шли навстречу, было так все прекрасно, мы занимались, выполняли задания, разбирали органы человека, да, у нас организм человека был окружающий мир. Вот, дети шли навстречу, эта тема была очень интересная. Вот только что вот надо было еще больше практических каких-то заданий, чтобы они на себе показывали какие-то внешние органы, какие-то внутренние органы. Вот, и очень приятно, что в Интинской школе, в нашей гимназии номер 2, есть такие замечательные дети. И я также горжусь тем, что я выпускница Интинской школы, 5-й школы, и большую благодарность, конечно, хотела бы выразить своему учителю Степаненко Нелли Отовне за то, что она нас воспитывала, и мы дальше продолжаем ее же дело в своем же родном городе, и будем дальше получать опыт и больше обучать детей, открывать для них что-то новое, делать какие-то исследования, проекты. На этой неделе открытые занятия прошли для конкурсантов в номинации «Воспитатель года». Проходили они на базе детского сада «Крепыш». Первое занятие провела Ольга Трилева, воспитатель детского сада «Белочка». Стаж моей работы уже 24 года почти. Работаю я в детском садике «Белочка». Было время, что я работала и в детском садике «Крепыш». Был у меня опыт такой. А так, большую часть времени я работаю в «Белочке». С детства с детьми. У меня тетя-воспитатель, у меня мама работала всю жизнь, можно сказать, младшим воспитателем. У меня много братьев, сестер, племянников, поэтому для меня это был какой-то такой вот уже настрой с детства. В этом конкурсе я участвую уже во 2-й раз.
В первый раз это было уже давно, и в этот раз как-то собралась и решила еще раз попробовать, поучаствовать, так как это интересно, познавательно, посмотреть на других, показать себя. Занятие у меня было по развитию познавательно-исследовательской деятельности. Мы брали опыты, эксперименты с водой, с воздухом. Средний возраст, он самый такой любознательный, мне кажется, потому что они это все только познают, и у них интерес открытый, их можно увлечь даже простой водой. Поэтому, мне кажется, для них это очень интересно было. Воспитатель из детского сада «Рябинушка» Виктория Бугуева провела для ребят 6-7 лет из подготовительной группы познавательное занятие на тему «Как дружить с природой». К нам колята-то и обратились, да, поучаствовать в акции, чтобы всем людям напомнить, как необходимо соблюдать правила поведения в природе. Вы согласны? Да. А вот еще один лежит конвертик, доставать. Давайте посмотрим, что это такое. Пока не доставай, пожалуйста, Лили. Покажи ребятам, что это. Вы знаете, что это за квадратик? Это QR-код. Это QR-код. Лера, а что ты знаешь про QR-код? По нему можно что-нибудь оплатить. Можно оплатить. Так, еще. Кто-нибудь отсканировать. И узнать, что там. Что там находится, да? Молодцы, ребята. Вот QR-коды, они бывают разные, да? Можно оплатить в магазине по QR-коду, а можно отсканировать и узнать, какая в нем спрятана информация. Вместе с преподавателем дошколята познакомились с экологическими знаками, о том, что каждый из них обозначает, узнали о QR-коде, инструменте, соединяющем физический мир с цифровым, изучили основные правила защиты окружающей среды и помогли эколятам создать информационный экологический стенд. Я вам покажу, как сканировать. Так, сканируем первый QR-код. Смотрим, видите, появилась ссылочка. На нее нужно нажать, и мы перейдем и посмотрим, какая информация спрятана в этом QR-коде. Воспитатель Анна Иванова работает в детском саду «Крепыш». Проводить открытое занятие в родном учреждении легче. С малышами из средней группы, которым по 4-5 лет, она отправилась в путешествие по сказке «Гуси-лебеди». Мальчишки и девчонки помогали волшебной печке правильно разложить пирожки по тарелочкам, сказочной яблоне снять все плоды и отремонтировать сломанный мостик через речку. Что же делать? Мост сломан. Починить. Починить можно? Давайте посмотрим, чего не хватает в мосту. Фигура. Подождите, не только пока ручки спрятались за спинку. А каких фигур не хватает? Посмотрите, что... Треугольник, овал и квадрат. И квадрат, прямоугольник. И прямоугольник. Давайте возьмем по одной фигуре, найдем, починим мостик, найдем ей место. Кто справился, можно вторую взять. Вот и починили, да, мостик. И теперь мы можем отправиться с вами, да, к бабушке Еге на другой бережок. Пойдемте ко мне. Занятие направлено на познавательное развитие ребят и формирование у них элементарных математических представлений. В рамках занятия обязательно должно выделяться время на разминку, упражнения на снятие усталости, когда стоит задача поднять работоспособность малышей. Игра на внимание. Нужно внимательно слушать, что я говорю, а не то, что я показываю. Дом, еж, замок. Помните, да? Надо внимательно слушать, что я говорю. Дом, еж, замок. Дом, еж, замок. Дом, замок. Маша молодец. Марат молодец. Матвей молодец. А показываю я кого? Ёжик. А сказала я что? Замок! Открытые уроки всегда посещают коллеги-педагоги из других образовательных учреждений города. Каждый приходит сюда узнать о новых современных методиках учебного процесса, обменяться передовым опытом и расширить свой педагогический кругозор. Каждый учитель на своем уроке нам еще больше раскрывает свою личность, показывает уже на практике, как он работает с детьми, как он с ними взаимодействует. На уроках всегда царит благожелательная, добрая атмосфера.
Мы надеемся, что и третий этап мастер-класса, который состоится на следующей неделе, тоже вызовет интерес, и достаточно большая аудитория зрителей будет присутствовать. Мастер-классы мы будем проводить в гимназии номер 2. Конкурс проходит в 3 этапа: медиавизитка, открытые уроки и мастер-классы для коллег. В конце февраля будут подведены итоги и определены победители муниципального этапа, который представит наш северный город на республиканском уровне.